Легенды северного садоводства и якутской культуры. Ты мой вечный май, помнишь май? Заря и ветер, даль безоблачно светла, да и ты на том рассвете, словно май, сама была. Эти строки якутский поэт Иван Гоголев посвятил своей Марии Чертковой. 12 мая 2022 года исполнилось бы 95 лет со дня рождения Марии Алексеевны Чертковой, первого садовода Якутии, уникального по человеческим качествам ученого-селекционера. После окончания средней школы она поступила в Московскую сельскохозяйственную академию имени Тимирязева, где на одной из аллей познакомилась с будущим супругом, народным поэтом Якутии Иваном Гоголевым Кандыл. Так соединились две будущие легенды северного края. Поэту земли Аланхо Ивану Гоголеву она стала второй половинкой, защитой, опорой во всем, матерью детей, самым близким и дорогим человеком. Заслуженный агроном Российской Федерации, лауреат Государственной премии Республики Саха-Якутия в области науки и техники, ветеран труда СССР, отличник сельского хозяйства Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Нижнеколымского и Хангаласского улусов, почетный старейшина города Якутска, долгие годы работала ведущим научным сотрудником Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Михаила Григорьевича Сафронова. В ее сад на берегу Лены часто приезжали гости, среди них соратники и друзья, поэты Василий Сивцев, Семен Руфов, Олег Шестинский, композиторы Грант Григорян, Алексей Сазонов, профессор Иннокентий Томский, ученый-востоковед Егор Сидоров, композиторы Николай Берестов, Захар Степанов, актриса Зоя Бгнанова, режиссер Федот Потапов, с которым Иван Гоголев проработал более 25 лет в театре. Когда сад захотели закрыть, поэт выступил в его защиту, написал либретто, а музыку замечательный композитор Грант Григорян. Так родилась первая якутская оперетта «Цветок севера». Она стала единственной и неповторимой в искусстве Якутии. Мария Алексеевна проработала в саду более 62 лет. Под ее руками скудная северная земля расцвела садом. К этому Мария Алексеевна шла всю жизнь. Она рано осталась без матери, и ей пришлось заменить мать братьям Захару и Петру. Отец ее, Алексей Захарович Чертков, потомок ссыльных декабристов, просветителей, правдоискателей, был благороднейшим человеком. Сколько долгих, нелегких лет труда, бессонных ночей, тревожных дней в тяжелых северных условиях ушло, чтобы создать только один сорт. А она вместе со своей верной помощницей Люцией Петровной Готовцевой смогли создать 6 новых гибридных сортов черной смородины. Это якутская, Харакаталык, Мирючана, Люция, памяти Кандыла и Эркяни, отличающиеся урожайностью, зимостойкостью, большим содержанием витаминов, полезных веществ, так необходимых на севере. И вырастить яблоневый сад, что каждую весну расцветает чудесными цветами, источающими красоту и благоухание, радуя глаз после долгой северной зимы. Теперь саженцы черной смородины, выращенные в саду Марии Чертковой, растут по всей Якутии. Глубокий след она оставила, что по этому следу будут еще многие годы идти и развивать садоводство нашей Якутии. Она выпускница Тимирязевской сельскохозяйственной академии, и, что интересно, она уроженец самые северные у Ледовитого океана находящееся село, где она родилась, и какая сильная у нее мечта была заниматься садоводством.
И родившись в самой северной точке, можно сказать, нашей России, нашей Якутии, нашего Советского Союза, и с этой мечтой она поступила в учебу Тимирязевской сельхозакадемии, приехала к нам обратно и работала, и добилась таких результатов, что она не только занималась яблонями, получала очень крупные плоды, черная смородина, да? Черная смородина, красная смородина, ну и многие другие. Поэтому сорта, которые она вывела, эти сорта пользуются очень большим спросом. Что здесь муж и жена, да, Иван Гоголев, это поэт, видимо, тандем, Мария Алексеевна свою работу превратила в песни, в поэзию. И это претворилось в поэму, можно сказать. И такие получились у нее сорта черной смородины, которые в народе очень высоко ценятся и пользуются большим спросом. Но в дальнейшем мы планируем расширить, работать этот сад, поэтому ее имя мы присвоили нашему садовому комплексу, и он будет носить ее имя. Это будет как-то вдохновлять ее учеников и продолжателей ее дел. И, конечно, мы очень надеемся на то, что арктические территории будут осваиваться именно такими пионерами, как Черткова, как Мария Алексеевна Черткова. Такие люди в народе есть и будут появляться. Если с Походска, это же ведь Походск, это поморы наши, можно сказать, это там почти растительность-то только одна дикая, она растет очень короткое время. И вот оттуда выходит Мария Алексеевна и ставит всем пример. Вообще это самый северный сад был в Советском Союзе, а может быть и во всем мире. Историятыттан капсатакка амманай Мичуринскайттан калан экспедициянан вахтанан калан үлеләннәр терибиттер сайынын эрекелерлер бит көһүн болар кәлбәттер онтон сериңин болан эрдөннәре сериге бараннар сорохтор өлбиттер онтон кәннеке чөтелер калан үлеләбиттер 1905 сылтан Мария Алексеевна юраган Тимирязевканы бүтерен баран манна үләгананан калан кене 1905 сылтан үлелер. Сааты тутар, онна постоянно манна үлеләчі болар. Бу саат сире болларына урут ити муаста тахагар барыта, институт тахагар бірін онна желер туралар, онтан манна көхөр бүттері. Бу саңа серге. Онна кене үлеләбіті. Билигин уланы мақтана ханы Римден Гончаров Петр Лазаревичка. Ол ханга хебеде седде жабын приемга Новосибирская кидия кире жот. Ол кире жабар ну балаганы капсатер, мо седексе кайда барарын деген онда бу плодовый культураларга бие кайдакта сорт берер керек буток. Тоде кавалланы бие республика битер плодовый культуралары үйрәтер сорто участок битте хоктер. Ол хок боламаллана атын региондарга баллана орионнар кыга хок бие сорттар бит. Оны кайда бухари кабитте. Оны Петр Лазаревич уаппака кангаппака кемияга Москвага сорта испытания билет тояттар горонна эриет договорисканан көңүл ылан бу институт бетигер бу конкурсна сорта испытания данныйынан онун орионна кадер. Ол канеттен жети сорттар бу бардактар эди. Мария Алексеевна валлана мен 1906 сылга калбет бермейин кини көтөлөлүгүнден болбута аманай
Манна барыта яблонера бар это. Үстен тахам яблоня. Аранетка, оны дикорос яблоня. Маньон баллана коллекция бар это. Онтон кенники селекциянан занимайся кнагат денер. Ити селекциянан жарктанар болбуппут, онна жете сотон. Мария Алексеевна киһи буһутунан сүлләг үләһит, сүбәһит, меха учутал да болар, коллега да болар, соратник да болар, советчик да болар это. Биһи эдемнәхтүк чөбәтә күләләбит. Онна элбәх ситиһине лахпытчы. Сымнагас, жоңы эягас, жон бағыта кәдер барар әтті экскурсия, егін бағы болар әтті. Бұ саат туға кейлер әтті, туристическайға кейлер әтті, ұрыт. Ол ем балағына бұ мана ленанан ұстар жонлары бәхетіна саққа сәден баралар әтті. Омуқтар дағаны, көнері әтті туристар дағаны. Оны ем бей кәлі тұры бұ мана сүбәйі тамағыр күрдік. Нады болла көмілі хөбін дағаны деқті хөп. Бихи болла Мария Алексеевна лын, онна Наталья Сергеевна Габышева лын, Иванов Аял Алексеевичтин. Барыта 6 сортын олдуд. Қары кытылык, Якутскай, Мюрчане, Эркени, Памяти Кандыла, онна Люция ден, 6 сорт. Ол оны болланы оңырор бұтыр бихи дегенен селекционер bir сортақты болланы ол көйі болар. Бихи болла 6 сортақ бұд. Сұрықтор болланы поколениеттен поколения бередер. Құлыбыра үйелереттен бардақтырына атын кейі сағалыр, онтан атын кейі сағалыр, қанныгері үз поколения сортаққа. Сортаққарғар наға hún өр сыл бара, сүлбе 5 сыл ұстата. Сопқос бары даны бихи өктім сопқос қаларда хөді бұд. Ол оны чөйді күйінерелері де. Онна валлана нәмүгө үннәре хәҗи бит, әмма комыян испиттәре, онтан ыһыллы тоғлы болу тугар итибарта тоқтан калды. Ол гынан баран билеген чахнайдар чөйді күйінерелерден бихи йөрә бит, бихи сорттар бу барта тархана. Мария Алексеевна bu bilgin toğa 5 saat. Беян саһам бирахник таап папанна. Ара чөй байдык бирахник таап, олонна мен bir çöp şarjı öydüğün köye telliye nomar but kem Mikhail Bekaleş vallana Pegas kanatta kurduk kallaga katan her onu Maria Alexeyevna valla bük otanta atagatta bulduk ama çöp aytık bir ahiyet tabi уже gördüğün bir sınaha onunla tam bu min bu sonunu Maria Alexeyevna atın iňerer sonun istemeramet bihe bu kırjağıstar bari ahırı gördü bit. Onu vallana kinitten atın dostoynay bu ona bu sağda sağalabıt ki vallahi ya. Onun ahırı dostoynay onu söptük buharı ılıllı bitten. Anıybın. Сотрудниктарга bağırabın. Ösö dağını sitihiline turdunar, elbaq sortları tahara turdunar, atında kulturanan zanimaysıkınanlar sortları tente turdunar, sortların süterbetler, bar sortları, ösö da tarqatanlar üynere turdunar. Плодово-ягодный сад, выращенный под ее руководством, единственный в условиях рискованного земледелия Якутии и России. С 1963 года селекционеры под научным руководством и при непосредственном участии Марии Алексеевны Чертковой создают устойчивые к местным условиям сорта ведущей ягодной культуры черной смородины. Селекционная работа была начата с оценки свыше 80 сортообразцов черной смородины селекции различных областей. Был проведен поиск местных зимостойких форм черной смородины. Получено и оценено свыше 60 тысяч гибридных сеянцев. Было проверено более 207 комбинаций скрещивания местных форм инорайонных сортов черной смородины. Только на один сорт уходило в усиленной работе не менее 7 лет жизни.
Сорта черной смородины, созданные якутскими селекционерами, отличаются высокой урожайностью, более 200 центнеров с гектара или 12 килограмм с куста. Сорта Марии Чертковой и Люции Готовцевой широко распространены у садоводов-любителей Якутии, известны садоводам Сибири и Дальнего Востока и вызывают большой интерес селекционеров Норвегии, Финляндии и Аляски. Многолетним кропотливым трудом селекционера создана основа для развития в республике новой отрасли сельского хозяйства – северного садоводства. Она во всем помогала своей большой семье. Благодаря ее заботе поэт Иван Гоголев смог исполнить сполна свое предназначение. Это песни, детские сказки, роман-трилогия «Харакаталык», роман-поэма «Третий глаз», книга мистерий «Не отворачивайся, богиня милосердия», роман о якутском народном герое Манчары, повести «Я вас люблю» и многое другое, кстати, написанное в саду якутского НИИ сельского хозяйства. Она была и его первым слушателем, чтецом, преклоняясь перед его творчеством, защищала от критики, поддерживала в невзгодах и горе, когда погиб единственный сын Алеша. Она говорила, что когда есть любимое дело, то времени, трудностей будто не замечаешь. Семья не в тягость, а в радость. Ее мудрость сердца, умение видеть главное в людях, многим помогала по жизни, бывало, спасала провинившихся, направляла на путь истинный. Она одна из первых выступила в защиту поэта Ивана Гоголева, когда он во времена жестких идеологических установок осмелился сказать правду на сцене не нашумевшей постановки «Утро Туймады», указав на положительное начало пьесы. И прокурор республики поддержал их, назвав это произведение выдающимся. Поэта критиковали, что он не пишет по предписанию партии методом соцреализма. На это он отвечал, что пишет методом сердца-реализма, правды и совести. Взаимная творческая дополняемость супругов не только в семье, но и в творческих делах явление уникальное. И оно получило продолжение в талантливых дочерях Лене, художнике, Анне, писателе, Маше, внучке Марии, заслуженной артистке в правнуках. Ну, и надо сказать, что я думаю, нам с сестрой Анной Ивановной очень повезло по жизни, потому что наша семья очень интересное такое соединение, я бы сказала, такой как бы земной профессии нашей мамы. Она работала на земле, но при этом она была удивительно творческим человеком и очень человеком такого какого-то поэтического настроения, потому что она выращивала на вечной мерзлоте, ее была мечта с детства вырастить яблони, и она эту мечту достигла. Рядом с ней всю жизнь прожил вот здесь, в этом саду, мой отец, народный поэт Якутии Иван Михайлович Гоголев. И это вот такое удивительное соединение было, я бы сказала так, земли и неба, потому что папа был поэт, он питался, он такой был всегда вдохновленный, воодушевленный, и можно сказать, что он мыслями где-то был в воздухе. А мама работала на земле, она создавала вот такую атмосферу для него, удивительную творчеству. И я скажу, что лучшие произведения его были написаны именно здесь, в этом саду. Папа известный роман «Харакаталык», «Черный стерк». И когда мама вывела сорт один из крупной, крупноплодной черной смородины, то она его назвала «Харакаталык» по роману, именно по роману отца. Черный стерк. И вот этот сорт Харакаталык сейчас тоже очень известный наряду с сортом якутское. Вот есть дом творчества папы, домик творчества, где он всю жизнь. Мы вот все стараемся сберечь, сохранить, и такой вот сад вокруг, чтобы у него домика творчества рос. Именно благодаря трудам, невероятному труду нашей мамы Чертковой Марии Алексеевны и помощи духовной, помощи нашего отца Гоголева Ивана Михайловича Кындыл, благодаря их труду самоотверженному, героическому труду, сегодня, спустя столько лет, сад все-таки цветет.
яблони цветут дружно, а сорта черной смородины, которые вывела мама, сорт якутская, сорт Харакаталык, они теперь самые популярные по всей Якутии. Конечно, мы не знали, что их труд станет легендарным. Но я хочу напомнить вам, что были времена трудные, когда сад посчитали нерентабельным, сад хотели уничтожить. Как благодаря этому родился знаменитая и единственная, наверное, сейчас в Якутии оперетта «Цветок севера». И я думаю, что все смотрели эту оперетту. Скоро она пойдет тоже еще, будет восстановлена в оперном театре. А мама, она работала на земле, очень была таким человеком земли, но она возделала землю как поэт, потому что только в такой какой-то возвышенной, поэтической, что ли, душе могла родиться такая романтическая идея, как посадить яблони на вечной мерзлоте. Это имя сада, которое присваивает Черткова Марии Алексеевны, оно по праву саду принадлежит. Благодаря вашей поддержке всех друзей, соратников, которые сейчас собрались, почитателей, знающих, каким трудом достался этот сад, создан этот сад на вечной мерзлоте во времена, когда не верили в это, говорили, что сады на севере невозможно, даже хотели снести. Они обладали могучей силой духа, они сказали нет, саду цвесть. И в защиту, на помощь пришло все население Покровска, селекционной станции. Общими усилиями сад отстояли. Этому очень помогло искусство. Иван Михайлович вместе с Грантом Григоряном, замечательным армянским композитором, создали оперетту. Федот Федотович поставил ее. Это замечательный союз писателя, поэта, драматурга, режиссера, композитора. Здесь создавались знаковые произведения якутской культуры, литературы. Это «Черный стерх», последний роман отца Манчары. Он писал именно здесь. Также «Не отворачивайся, богиня милосердия», «Третий глаз». Рядом соседствовала великая река Лена, которая вдохновляла его. Воды ее питали сад, помогали Прочев Сергей, помогали рабочие. И благодаря общим усилиям, которые возглавляла и вела к нужной цели создательница Черткова Марии Алексеевны, сад есть. В этот сад особенный, в нем могучая энергетика земли и неба, которая как бы приходила к тем, кто создавал их, сеятельница Черткова Марии Алексеевны и поэта, творца. В них общая энергетика, он мог передавать ее красоту в своих произведениях, ему был дан такой дар передавать то, что ему открывалась генетическая память народа, он мог ее с помощью этой энергетики, он мог передавать ее словами, увлекать других. А мама, она очень любила растения. Каждое растение, посаженное здесь, проникнуто ее заботой, ее теплом и любовью. И это она могла передавать людям. Здесь все, которые работают, это чувствуют, знают, помнят, любят ее. И мы очень надеемся, что сад будет развиваться. Здесь будут другие растения, и клубника, и малина, и жимолость, облепиха. Вот мы сейчас готовим книгу, где собираем воспоминания соратников, друзей, всех, кто знает, помнит ее. Спасибо вам большое. Саду цвесть. Я помню ее тогда
молодой цветущей женщиной. Она была очень красивая женщина. И кроме того, она имела исключительно доброжелательный характер. Она ко всем относилась доброжелательно. Никогда никому никогда не сказала грубого слова. И, конечно, от того, что вот мы сейчас ее вспоминаем, я вот перед глазами, например, стоит ее как раз тот образ. Сколько сил, здоровья она отдавала вот этому саду. Örgenen Cemil'in diyeki bu eder artı sırayı sakatılır olak bolğandı urbakı haydak olbu kiyem katılata sığıttan sılgıla ıs keneten ıs bulakta onu kendide ıs kenete haydak kı kelyen söbüydüyen ürdağın dolguyan turan kığır butanı men oşulur geder ben ol hakatırlagen kayda bolan olakты bilbepin meyane gekibin ona dedi hiç ulu hani bir tılta ayetten demek örgenli verse onu vallahi fizot jette çekebiz bu eder artıska na dolguyda öyle kinde sangarda kene hangari hoga debi tanto kelince kini kohondurun ağabın ottan barı rajenden isterget bulu onun te bin elbaga etpakke bidere bu jonlarga naha ıtıktığın naha taptığın kinleri bu saatka kas kögürdağın kas sine bekkete çılgıydağın ayı bu lütse bitironu biler taksamı pegi mannaca kelemmet dolguya doğuya sınyanan keni salgının tığınan onun bu kas bildiği diye kaydak tutulduğunu ben ağa kepsiyekpen söp kolu bırak bu turar diye kaydak tutulduğunu bilemem bana bile Valentina diyen Добрый день, Валентина. Я вас очень помню, хорошо помню. С вашей земляникой. Orduqcan neden men bachcha kelbechapton belimden bit ağaya qohonu sanetrağım. Men sahar bu taptığım diyen beyetin taptonlar kergeniga Mariya Alexeyevna Chertkova ağabıt qohonuruttan. Türgenlikte küncülustar. O küncül eygitten min tuğu da beyan tuspar kördöspöppün söhürgesten en ahıgın yolungun barıtın tul yerge belemmin min mestem soğuk ırayga karısta den aray min bar soğuk segerteybin kini haber kırıgıbay kıl kömüs köyün berdin jıl haydaga bir bilge var köyününen bağırırlar Halığı yostırıra kalıma kış çanağın Kumuraqta qotukıray karın kar çanatağın Sarba kır severdiger suulatar böne yegin Kergetik teteler keremestey beyagin Kündü tüylaq kömüsta ımsırdı batın bilebin Kergetireyin tuaqtağırda köp suğun eyigin Beyin kar muskıray semey simeği bolağın en Мен egen körsübüt günüm, samay jollaq günüm. Күнүс болын тірәбіт бұғылақын ol күн қаллан күп көғәті. Күлейдері чараңа май, қаллан күрук чағылқай, ырас бұлық күрдігәті. Онтыныла қас күн аста, қаллан күрук көк болбатақ, бұғытыран ылар қаста, сілбетенді бұрғата. Таптал ордық буырғаға, торлыйыра булыға. Үләғеттен елістен, атчықтан дүтінлігін, қою чай құтан, үйттен, әйгін күндірібін, әнсірен сырды дүйер, мақталлақтық мешәрдегін, ол түгенге сірірдігер самай жоллақ күйбін, ол ұснада бәт қырады үйріні бәліқтейі, істіңе бәт туақтағырда саңаты суық мешәрдейі, Kım sağa yürüsəgər, jol al otun umatar. Toğuyu hatığına bıdı, arıt kehen attıgar. Buruydaq tütüğünü ıy, battağın man kaybıtıgar. Buruya soğuk ıy bıraksan, buruydaq men bığılaqpın. Erdetəği qahınlarttan eygin qarısta bataqpın. En soğuqqın orguyduk uğranlığım, orguy tarat. Kirtibetaq sobas kurduk qas süme olu sıras. En soğun ıywata, ıybıdvata sir ırriyata. Qaha nere buğlu bağar,
кыгыл көмүс свайбабыт. Ол күні күйтен арыт мечәрдивин кем да соғар. Ол күн мен кетем саңа көстүм, музыка намылые, ырас үрін көмүстү баттақ бұт келбәчейе. Эйгеннин оргуйдук мен вальсын күрім, ән құлға қыртын көйім, ботық ромларынны олықпын, эйгеннин атар бұт жоллақпын мен. Кырыр бұт қыламан бұғынан, қыл барар үйдаңа одулур, сотыры өлірді сылаян, соргулақ ейім ақ баряду, мұнчары соғытақ қария, мускахан бұлгүняқ анныгар, қарабе тыға соқ бариян, қалаты ұтық мазаттыгар, чуро сәттәқті қатанлық, чоңкуна шумпун уйгурда, мен сытым, өр сытым емнемнік, меннігәс бір түлгі баттатан, түәмін көріғын құстықтақ, төгірік алас ар қатыңын, уламмыт қап қара қарақтақ, уяғас күн айы жақтарын, тобуктом ол жақтырыннігер, төнкүйім сепсием құлғағар, ойети, бір түвен сәмер, ойчоға, иккіхін мен тіллем. Бүгін Мария Алексеевна Чуркова 95 сағынан себәстен бігі бұл плодово ягодный садка. Кене атын ушоны севет решениета бәғаға тақсыбыта. Бұмайын 11 жылатығар. Onun боллағына бүгін бұл плодово ягодный садка Мария Алексеевна Чуркова атын официально иңерді бет. Оттон бігі бұл плодово ягодный сад Үлеләбді ұратта, номну ағуған 5 сылы болла. Ол тұғаратон Чуркова Мария Алексеевна, Люция Петровна Готовцевалын 6 мауыньоғын сорда тахардылар. Оның таханан Белевсова Валентина Ивановна әме жеженге қастағаны сорттардақ. Білген бұл сорттар районированияларынан жарықтана хаджабыт, гостарта испытаниялары гытта. Оны таханан биги плодово ягодный сад бұтығар. Жималастен культура бар, облепиха, малина, қаптағас, вишня. Онтон биги коллекция бұтығар қарамауыньоған 4-6 сарта бразеха бар. Оны тағанан 19 сарта бразес жималас бар. Оны тағанан 13 сарта бразес малина бар. Так, бу там плодово ягодный сад под биги, бу манна турар плодово ягодный сад под ene 2 гектардах болар. Мана таханан оттон биги плодово ягодный сад подгар быйыл 2 питомник арьех бутын багарабыт. Быйыл гаттан сагалан. Ол питомниктер ехнер булырын бу Мария Алексеевна Чуркова тахарбыт сорттарын черенкованиялан сажыны соңран белемнен тур. Ол курдук бу Қарамауыньоғыну биги бу 2 питомник бұдығар олордомут кеніне кен айгаға биге агро школалар бұдығар онна нехеленияға өссі кеңнік тарқатық бұдан бағарабды. Обрезки очень много не было сделано. Делала сама. И тогда Мария Алексеевна очень обрадовалась. Как хорошо вы сюда пришли. Ой, как тяжело было, но надо было сделать. Иван Михайлович говорит, как хорошо, что здесь ты работаешь. Никто, как ты, не работает. Развиваться будет в сторону Арктики, растениеводства. И снег растает, и вместе с этой талой водой наши зерна, или мы что-то, не зерно, может, ростки какие-то будут, почки какие-то будут, они будут в землю оседать и оттуда произрастать. Вот это будет уже технология на основе знаний. И будет, конечно, в перспективе крытые площади, большие территории, крытое земледелие будет. Вот. А для этого толчки дали такие люди, как Мария Алексеевна Чуркова. Это же какая фантазия была у нее.
вырастить яблони в Якутии. И она добилась этого. Она показала, это же ведь мощь и энергия одного человека, который за всеми потащила людей за собой. А это симбиоз поэта и агронома ученого. Поэтому нам тоже есть у кого учиться, что подражать. Когда обострились проблемы северян, цены на плоды, ягоды, овощи резко подскочили, она говорила, что есть один очень важный путь для поддержки здоровья, особенно детей. Это выращивание на своем участке плодов и ягод. Исследования якутских селекционеров показали, что плоды и ягоды, выращенные на севере, содержат в 5-10 раз больше витамина С, чем привозные. О Марии Алексеевне, как и о ее супруге, можно смело сказать, что они являются честью нашей эпохи, настоящими легендами Северного края. Мария Алексеевна доказала это своим самоотверженным трудом на ниве преобразования и раскрытия потенциала якутской природы, кипучим участием в общественной жизни якутского НИИ сельского хозяйства и снискала глубокое уважение коллег. Солнечная аура двух легенд, особая атмосфера особо ощущается в их саду, теперь несущего ее имя. Важно сохранить и прирастить этот первый на севере сад.